Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, мы только этот запрашивали. Ну, можно спросить сейчас, где потом будет. Вот там вот.
Поскольку мы сами в гостях, поэтому времени на приготовление понадобилось немного больше. Микрофон будет? Микрофон будет? Да. Нужен. Я ж не читаю. Стоит еще или все? Я свободна. Все надо, чтобы все заходили и начинать. Чтобы вас отпустить успеть. Там программа, буклеты. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, гости, позвольте мне на правах хозяина начать наше мероприятие, такую вот хорошую дискуссию, такую вот презентацию «Вера и верность. Истории и традиции Республики Коми через общехристианское книжное и рукописное наследие». И в самом начале от имени и по поручению министра культуры, туризма и архивного дела Балмастовой Марии Алексеевны, которая, к сожалению, не смогла сегодня принять участие, я хотел бы зачитать вам приветственный адрес. Дорогие друзья и коллеги, рада приветствовать вас на семинаре «Вера и верность. Истории и традиции Республики Коми через общехристианские книжные и рукописное наследие», где будут представлены культурные памятники Республики Коми как часть международного проекта «Святыни неразделенного христианства». Отрадно, что в год столетия республики на базе литературного музея имени Куратова сегодня собрались ведущие ученые, сотрудники музеев, архивов, библиотек и образовательных учреждений, а также туроператоров регионов. Отдельно хочу поблагодарить за участие гостя из Москвы Мигеля Хайровича Паласио, заместителя генерального директора по международному и межрегиональному сотрудничеству Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино и руководителя Ассоциации святыни неразделенного христианства Елену Сергеевну Солнцеву, руководителя Центра международных и межрегиональных проектов и программ библиотеки иностранной литературы. В марте этого года министерство стало членом Ассоциации святыни неразделенного христианства. Для нас важно создание и продвижение в республике туристических маршрутов, представляющих богатую культуру Коми-края через историю появления и развития ее на территории христианства. Мы уверены, что проект будет способствовать популяризации культурного наследия региона и привлечет в Северный край туристов из России и из-за рубежа. Благодаря участию в таких замечательных международных проектах, реализуя на местах новые идеи в области сохранения и популяризации культурного родного края, мы вспоминаем важнейшие этапы его истории, заново их переосмысляем и с надеждой смотрим в будущее. Желаю участникам и гостям семинара плодотворной работы и дальнейших успехов. Спасибо. И я приглашаю к микрофону человека, который является не только заместителем председателя Государственного совета Республики Коми, но и председателем попечительского совета Национальной библиотеки Республики Коми Валентину Васильевну Жиделю. Валентина Васильевна, пожалуйста. Уважаемый Алексей Анатольевич, уважаемый Мигель, дорогой наш владыка, все гости, я от имени Государственного совета Республики Коми
приветствую всех, кто, мне кажется, впервые в таком формате на базе нашего музея, нашего замечательного писателя Куратова вместе с Национальной библиотекой будет работать в рамках семинара «Вера и верность». Что может быть сильнее, чем сочетание этих двух слов для любого христианина, для особенно православного христианина. Поэтому очень тронута тем, что такой семинар, благодаря вам, дорогой Мигель, благодаря той замечательной библиотеке, руководителем которой вы соруководителем являетесь, вышли с инициативой и вместе с нашей национальной библиотекой работаете уже не одно мероприятие. Хочу обратить внимание, дорогие друзья, что наша национальная библиотека входит в год своего 185-летия. И по существу примерно через год будет заключительное мероприятие 1 ноября 2022 года, посвященное юбилею библиотеки. И то, что мы уже это мероприятие, я думаю, можем, Мигель, да, совершенно справедливо считать началом вот этого отчета юбилейного Национальной библиотеки Республики Коми. Новая грань совершенно открывается. Понятно, что таких тесных, наверное, взаимодействий с библиотекой именно иностранной литературы у нас не было. Мы работали со многими библиотеками, в том числе и международными. Но вот то, что библиотека иностранной литературы откроет новые возможности для читателей нашей республики, возможные контакты, обмены. Я хочу сказать, что вчера мы проводили юбилейное мероприятие, посвященное 80-летию нашего великого педагога Александра Александровича Католикова, последователя учения Макаренко. Мы стоим на пороге 200-летия юбилея Ушинского. И один из докладов, который был вчера, посвященный деятельности Александра Александровича, он привел очень много ссылок на то, как цитировались труды тех, кто занимался воспитанием наших детей-сирот именно в зарубежной литературе. И я думаю, этот опыт практически мало кому сегодня известен, кроме тех ученых, которые обращались к этому опыту. И так как мы вчера договорились, что 23-й год объявлен годом учителя в Российской Федерации, а католиковские чтения совпадают как раз с годом учителя, каждые 2 года проводятся, мы хотели бы вывести, и мы вчера такое решение приняли, на всероссийский, а возможно именно международный уровень. И вот как раз, Мигель, помощь вашей библиотеки, и мы очень будем вам благодарны в налаживании контактов как раз с учеными через те публикации, которые были в международных изданиях. Поэтому каждая новая встреча, она дает возможности нам с вами укреплять то взаимодействие, которое есть. Конечно, я не могу, владыка, вам сказать особые слова, не сказать особые слова благодарности, потому что все, что касается укрепления нашей христианской веры, служения, в первую очередь вы скажете, что Господу и людям, вы простите нам, светским людям, мы скажем, может быть, на первое место поставим людям, а через это тому, кто учит нас жить. И мы вам всегда благодарны за то, что вы, молясь о своей пастве, делаете нас чище. И вот как раз то, чему посвящен этот семинар, еще раз говорит, как важно нам всем работать вместе. И та духовность, которую
дает нам вера, сможет решить те задачи, которые сегодня стоят в целом перед республикой, перед государством. Поэтому удачи нам всем и плодотворной работы с надеждой на то, что этот семинар послужит основанием для того сотрудничества, которое, я думаю, мы ощутим в достаточно скором времени. Спасибо. Спасибо, Валентина Васильевна. Я сейчас хочу представить слово и приветственное, и доклад «Международный маршрут святыни неразделенного христианства и его потенциал для изучения и популяризации культурного наследия регионов России». И с удовольствием передаю слово доктору теологии, руководителю Ассоциации святынь неразделенного христианства, заместителю генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Дородомино по международному и межрегиональному сотрудничеству Мигель Хайрович Паласио. Мигель, пожалуйста, я уже наизусть выучил. Очень долгое представление, спасибо. Ваше Высокопреосвященство, Валентина Васильевна, Ольга Александровна, Алексей Анатольевич, дорогие друзья, мне очень приятно третий раз в моей жизни оказаться в Республике Коми. И начать я не могу со слов благодарности, во-первых, вам и нашему дорогому другу, моему близкому другу Сергею Витальевичу Емельянову, который много лет возглавлял Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми. Мы, представители многих федеральных учреждений культуры, расположенных в Москве и Петербурге, открыли Республику Коми во многом благодаря ему. Он для нас как Христофор Колумб, открывший Америку. Своей харизмой, способностями он привлекал сюда самых разных людей, привозил. И вот сейчас это плод именно вот начавшегося сотрудничества. Мы познакомились здесь с замечательными, прекрасными людьми, представителями культурных институций, органов власти. Очень приятно познакомиться с вами, Владыка. Тем более, как представитель библиотеки, я знаю, что вы очень не чужды литературному труду. И нам бы хотелось иметь в нашей библиотеке, если вы позволите, ваши произведения, потому что это такой очень интересный опыт, когда священнослужитель, тем более облеченный высоким саном архиепископа, занимается поэзией. Такие случаи в истории были, митрополит Филарет Дроздов и более современные, но сейчас это большая редкость. У нас в библиотеке ваших трудов нет, поэтому давайте это исправлять, эту ситуацию. Не хочу занимать много времени, позволю себе показать презентацию свою и рассказать немного о проекте «Святыни неразделенного христианства», который всех нас сюда и привел. Приятно, что этот проект международного культурного туристического маршрута, который предполагает активную культурную, образовательную, научную, исследовательскую программу, позволил нам завязать такие тесные отношения с Республикой Коми. Как уже было сказано, в марте этого года Министерство культуры Республики Коми вступило в ассоциацию в лице как раз Сергея Витальевича. Сейчас мы продолжаем активное сотрудничество с его преемницей Марией Алексеевной, а главным нашим партнером уже здесь из культурных институций стала Национальная библиотека Республики Коми. Мы в начале июня принимали презентацию Коми культуры на площадке нашей библиотеки. Несмотря на пандемийные условия, собралось довольно много людей, и в онлайн это смотрели. Это вот был такой плод нашего как раз сотрудничества конкретного с республикой. И, Валентина Васильевна, отвечая на ваши слова, конечно, для Республики Коми для нас это один из ключевых региональных партнеров сейчас стал, так сложилось. И на человеческом уровне, и на профессиональном. И мы будем рады содействовать всему тому, о чем вы говорили. И сразу забегая вперед, скажу, что Национальная библиотека Республики Коми станет одной из немногих библиотек региональных российских, которая примет участие в организованной библиотекой иностранной литературы первой онлайн-телемосте с Национальной библиотекой Катара в конце ноября. Это наш проект контактов с самыми крупными влиятельными библиотеками мира, и вот Коми будет представлена. Ну, теперь, наконец, презентации. Наша библиотека иностранной литературы моложе Национальной библиотеки Республики Коми почти на 100 лет. В этом году мы отвечаем столетие. Наша библиотека началась с того, что Маргарита Ивановна Рудомино, ее основательница, приехала из своего родного города Саратова с небольшим
чемоданчиком книг на иностранных языках из своей личной коллекции, предложила наркому Луначарскому эти книги как-то использовать. Так были созданы курсы иностранных языков, неофилологический факультет, выросший в лингвистический университет Мариса Терезы, когда-то именовавшийся, и наша библиотека иностранной литературы. По сравнению с другими федеральными библиотеками у нас небольшой фонд. С Ленинкой в Москве, с Публичкой, с Национальной библиотекой в Петербурге всего 4,5 миллиона единиц хранения. Для федерального учреждения это небольшое количество. Но зато это уникальный фонд, более 140 языков, в том числе очень редких. И мы этим гордимся. И хотя в силу специфики комплектования мы не занимались никогда, не специализировались комплектованием литературы на языках народов СССР, как тогда говорили, и языках аутентичных наших регионов. У нас есть и на коми-языке небольшое собрание, и на языках автохтонных населений Сибири. Мы этим очень гордимся и всячески это подчеркиваем во время международных мероприятий дипломатическим корпусом. Вот это наша библиотека, слева большой зал, так называемый, такое эмблематичное место, наш атриум в центре, внутренний дворик, где можно увидеть памятники и бюсты выдающимся деятелям истории, культуры от Симона Боливара, освободителя Южной Америки, до папы римского Иоанна Павла II, которому был установлен памятник в первую очередь не как религиозному деятелю, а как драматургу, писателю, эссеисту. Это довольно малоизвестный в России факт. Наша библиотека исторически является центром межкультурной коммуникации, многочисленных проектов с дипломатическим корпусом, центром экспертного знания о культуре зарубежных стран, центром проведения библиотечных диалогов с другими странами и центром развития через культуру и просвещение межхристианского и межрелигиозного диалога. Когда-то в стенах нашей библиотеки, вот именно в этом зале, в конце 80-х годов, читал лекции, встречался с широкой аудиторией протоиерей Александр Мень, один из самых известных священнослужителей Русской Православной Церкви 20 века. Это было невозможно себе представить тогда, что в советское время человек вот в рясе, это сейчас естественно, светские культурные мероприятия, хотя шла перестройка, хотя готовились на государственном уровне к празднованию тысячелетия крещения Руси, все равно священника представить в государственном учреждении было невозможно. Но вот отец Александр Мень читал там лекции, рассказывал о Библии, о Христе доступным языком, в том числе за 3 дня до своего трагического убийства в 90-м году. И вот параллельно, но значительно позже, правда, в структуре Совета Европы родился проект культурных маршрутов. То есть проект маршрутов туристических, которые посвящены общей для минимум 2-3 стран Европы теме, отражают общие для Европы задачи, корни европейские. И родился этот проект культурных маршрутов со знаменитого пути Сантьяго де Компостела в Испании, паломнический путь к мощам Святого Иакова, общего для православных, для католиков, для христиан всех конфессий святого. По этому маршруту, паломническому пути, ежегодно миллионы людей проходят, ну, за исключением вот нынешних нескольких лет пандемийных, к сожалению. Чтобы сертифицировать маршрут как именно культурный маршрут Совета Европы, нужно пройти довольно большой путь. Этот маршрут должен соответствовать ряду критериев, нужно собрать большое количество документов, создать ассоциацию международную, вот, членом которой, кстати, одно из немногих является Министерство культуры, одно из немногих региональных министерств является Министерство культуры, туризма, архивного дела Республики Коми. То есть ассоциацию, чтобы она, сеть, которая подчеркивает, что ряд регионов и ряд стран разрабатывают эту тему. То есть главное понятие — общность и значение этой темы для ряда стран. И это не только и не столько туристический проект, сколько просветительский и исследовательский по теме маршрута. Россия присоединилась, вот вы видите здесь несколько примеров маршрутов, маршрут импрессионизма, Ганза торговый, в котором участвует Россия, кстати, европейский маршрут керамики, чего там только нет, европейские кладбища, более 40 маршрутов. Россия присоединилась в 2012 году к этому проекту, к расширенному соглашению по Совету Европы. Вот Ольга Сергеевна Ярилова, Алла Юрьевна Манилова, заместитель министра культуры Российской Федерации, курирует этот проект. И довольно долго размышляли, а с чем Россия, с какой тематикой Россия может зайти в этот
статусный, интересный, безусловно, международный проект. И вот в 2017 году Министерство культуры поставило перед нашей библиотекой, почему-то я не вначале стал говорить, что библиотека это как наше Министерство иностранных дел в структуре Министерства культуры. То есть все международные проекты основные ложатся на площадку нашей библиотеки. В 2017 году Министерство культуры России поставило перед нами задачу в этот проект культурных маршрутов Совета Европы зайти. И мы стали размышлять, а с какой же темой, какую тему может предложить Россия, которая будет интересна, во-первых, широкому европейскому сообществу, ну и отражать наши ценности, наши задачи. Повторюсь, это был 2017 год. Как раз тогда еще очень широко обсуждалась прошедшая за 1,5 года до этого встреча, первая в истории, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, которого вы можете видеть на фотографии. А мне посчастливилось принимать участие в организации этой встречи и быть переводчиком патриарха Кирилла с русского на испанский язык, родной для папы Франциска, аргентинца по происхождению. Как вы знаете, эту тему широко обсуждали, эту встречу, в самых разных, даже далеких от церкви кругах, со знаком плюс, со знаком минус, нейтральный и так далее. Но в любом случае она произвела большой эффект. Для патриарха Кирилла это была очень знаковая встреча. Во-первых, мы все помним тогда непростые международные отношения. И два предстоятеля двух самых крупных христианских церквей, которые не встречались, у которых были очень сложные отношения, подали пример, что они могут в таких вот условиях, когда политики, бизнесмены разных стран находятся в очень непростых отношениях, могут оставить в прошлом очень деликатные богословские вопросы, которые разделяют православных и католиков, встретиться, поговорить по-человечески. Это была символическая, в первую очередь, встреча на Кубе по предложению именно патриарха Кирилла, стране, которая абсолютно далека от православно-католических непростых отношений, и в регионе родном с языковой, этнической точки зрения для папы Франциска. И предстоятели говорили о том, как же что эта встреча должна продолжаться как-то. И вот наш проект «Святыни неразделенного христианства» и стал продолжением этой встречи. Но не через теологию, потому что мы не церковная организация, через культуру. Это маршрут, который включает духовные, культурные памятники, связанные с тем, что объединяет и православных, и католиков, с общехристианскими святыми. То есть жившими до раскола христианской церкви в 1054 году. И также связанными с межхристианским диалогом. Это книжные собрания, книги, изданные до 1700 года, и рукописи. Музейные собрания, посвященные этой же теме. Места жизни и деятельности исторических и культурных деятелей, которые внесли большой вклад в межхристианский диалог. Вот таких немало. Даже вот, находясь в литературном музее, достаточно вспомнить имена Гоголя, который во многом вдохновлялся и итальянской, западной христианской культурой, Достоевского. Папа Франциск на встрече с президентом Путиным показал ему книгу Достоевского и сказал, что я считаю, что человек, который хочет стать католическим священником, обязан прочитать Достоевского. И я вам говорю это не потому, что, продолжил папа, вы президент России, а потому что я действительно так думаю. Это очень такое знаковое, я бы сказал, явление. И четвертый пункт – это храмы, часовни, монастыри, которые наиболее значимы в историческом, духовном плане, которых в Республике Коми, слава богу, немало, названные в честь общих христианских святых или хранящих чтимой мощи иконы таких святых. Завершая, именно важно было рассказать преамбулу, то есть концепцию, откуда это родилось, какая задача. Сейчас я уже пробегусь очень коротко. Вот, Ассоциация святыни неразделенного христианства, более 40 членов, крупнейшие библиотеки, Ленинка, Российская национальная библиотека, Российская историческая библиотека, ведущие региональные библиотеки, члены нашей ассоциации, региональные министерства культуры, Марти, Коми, Бурятия, крупнейшие университеты, как Московский педагогический государственный университет, конечно же, музеи, культурные центры, Владимир Суздальский музей-заповедник, Государственный музей истории и религии, где вот мы вчера проводили примерно аналогичный семинар, я как раз прилетел сегодня из Петербурга в Сыктывкар. Институт наследия, это федеральные и региональные учреждения. Наши зарубежные члены, Национальная библиотека Сербии, Национальная библиотека Польши, мы считаем достижением вступления в нашу ассоциацию, учитывая исторически непростые отношения с этой страной. Библиотека университетская Венгрии, подворье православной церкви чешских земель Словакии при патриархе Московском всея Руси вступила в нашу ассоциацию.
Точкой отсчета маршрута стало собрание инкунабул из нашей библиотеки иностранной литературы. Вот примеры так называемых мини-маршрутов, потому что нет одного маршрута с витрине разделенного христианства от точки А до точки Б. Он состоит из тематических мини-проектов, каждый из которых посвящен какой-то теме. Святому, региону, стране. Как, например, Новосибирск, Бурятия, Ленинка. Вот как раз маршрут Республики Коми, о которых сегодня будет рассказано подробно, посвящен Николаю Чудотворцу и книге «Вера и верности», чье название дало вдохновение для нашей сегодняшней встречи. Так далее, и так далее. И сейчас при поддержке Минкультуры России, который курирует наш проект, это проект именно Министерства культуры Российской Федерации, при поддержке Российского фонда культуры, мы проводим цикл мероприятий в рамках культурно-образовательной программы «Святыни разделенного христианства». Потому что, да, мы работаем в рамках концепции культурных маршрутов Совета Европы. Но наша главная задача – высветить, подчеркнуть на международном уровне особый вклад России, ее регионов, далеко не только Москвы и Петербурга, как многие вот ограничиваются этим прекрасным набором, в сохранение христианской цивилизации. То есть Россия обладает таким количеством святынь и в храмах, монастырях, таким количеством памятников, библиотек и музеев, которые имеют общехристианское и общеевропейское и общемировое значение. Вот это приоритетная задача нашего проекта. Потому что все-таки мы, конечно, выступаем с позиции наших целей, наших задач, естественно, действуя в рамках европейского проекта. И вот эта культурно-образовательная программа «Святыни разделенного христианства» стартовала в июле. В Симхозе прошло первое мероприятие, это Подмосковье, место, где жил отец Александр Мень. Продолжилось в Калининграде, мы говорили о роли культуры, культурного туризма в диалоге Востока и Запада, православия и католицизма. Калининград – это логичное место для этого. В Российской национальной библиотеке в преддверии 350-летия Петра I говорили о культурном и религиозном измерении его путешествий знаменитых. Говорили в Новосибирске недавно в рамках книжного фестиваля «Книжная Сибирь» о вкладе уже сибирского региона в сохранение и популяризацию общехристианского духовно-культурного наследия. А сейчас мы здесь, на благословенной земле Республики Коми, говорим без преувеличения о выдающемся потенциале вашего прекрасного региона, который обладает сокровищами. Коми в этом плане представляет, в плане регионов, которые участвуют в нашем проекте, уникальный пример. Это полиэтническое, полирелигиозные регионы. Нам посчастливилось познакомиться. В Усть-Цильме мы были в прошлом году с Ольгой Сергеевной Яриловой, замминистра культуры, на мероприятии, посвященном старообрядческой культуре. Вернулись покусанные комарами, но очень довольные, впечатленные, радостные. Были потом здесь на мероприятии в Сыктывкаре в прошлом году в Национальной галерее. И сейчас вот возвращаемся в Национальную библиотеку Республики Коми, литературный музей этот прекрасный. И повторюсь, здесь огромнейший потенциал. Святыни разделенного христианства мы воспринимаем только этот проект и участие в нем в Коми как начало нашего плодотворного сотрудничества, многоформатного, многотемного. И, конечно, Республика Коми, ее культурные, духовные сокровища достойны того, чтобы иметь масштабное международное освещение. Не только, скажем так, в плане пиара, но и содержательно. Благодарю вас за внимание. Спасибо, дорогой Мигель. И я бы хотел сейчас предоставить слово, как приветственное слово, об участии прихода в Сыктывкарской епархии в проекте «Путешествие под покровительством Николая Чудотворца», управляющих Сыктывкарской епархией, епископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Петериму, человеку, к которому в первую очередь мы обратились тоже в августе этого года с благословением начать вот эту нашу большую работу. Потому что, многоуважаемый владыка, без вашего благословения все наши действия, я думаю, что, наверное, бы закончились сегодняшней презентацией, а мы все-таки очень надеемся на то, что нам удастся и с точки зрения туристического маршрута развить это направление, ну и есть руинированные объекты,
объекты к несчастью, к нашему большому, которые, может быть, благодаря этому проекту войдут в оборот. Пожалуйста, вам слово. Большим удовольствием. Дорогие друзья, дорогой Сергей Анатольевич, Мигель Паласио, дорогая Валентина Васильевна, дорогие Ольга Александровна, все участники нашего форума. Я сразу же хочу подарить очень маленькую книгу, но дело в том, что у меня более 20 изданий различных книг, в том числе огромных, толстых. Но вот такая маленькая «Светоч жизни», за которую я получил международный диплом «Золотое перо Руси». Хочу вручить Паласио, пожалуйста. Я хочу сказать, что наш город Сыктывкар, он, конечно же, окормляется любовью святителя Стефана Великопермского, жителя XIV века, творца коми-азбуки, просветителя, миссионера. И в то же время он влился в образ Николая Чудотворца, который творил чудеса и творит чудеса, но жил в конце третьего, в начале первой половины IV века. Причем эти два святых, они идентичны. Это всемирный святой Николай Чудотворец, а этот святитель наш чудотворец, как Николай, здесь. Но в то же время и святители Николая до самого Ледовитого океана нашего сопровождают множество никольских часовен и храмов. Так наш Сыктывкар прирастает в Зеленце, разобранный когда-то, сожженный советской власти Никольский храм, но ангел-хранитель, мы верим, что по освящению он стоит и продолжает освящать это место, но также Краснозатонский Никольский храм, ныне здравствующий, и Вильгельский тоже Никольский храм. Итак, у нас троица храмов окружает город Сыктывкар. Святителю Николаю посвящены также храмы в монастырях наших. Мы знаем, что ему второй этаж колокольни посвящен в Троице-Стефано-Ульяновском монастыре, но и потом по образу Николая у нас везде стефановские. Троица Стефана Ульяновский, также Афанасьево-Стефановский монастырь, Выбе и так далее. То есть имена эти на слуху. Они действуют в нашей крови, в нашей генетике, и нельзя мимо этого пройти. И сами монахи, они стали тоже историческим достоянием. Одно то, что это был музей, охраняем государством от верующих, скажем, в те времена богоборческие. А другое, что мы живые монахи, ходят в воплощение той истории. Это прекрасно, это более показательно, это более живо воспринимается зрителем и паломником. Я рад, что мною подписан также и одобрен паломнический проект, и мы будем участвовать всеми своими силами в Сыктывкарской епархии. Ну и Воркутинская то же самое, потому что плотно содействуем вместе с владыком Марком, воркутинским епископом. Я очень рад, что эти святыни, они нераздельны, они действительно таковы. А вообще до 1054 года это единая церковь римокатолическая, надо сказать, то святыни все общие, и святые общие, начиная от западных святых, таких как Блаженный Августин и так далее. И я рад, что нераздельное, разделяемое и нераздельное, оно до сих пор есть именно в неразделяемой системе. Это общехристианские ценности и с римо-католической, как я сказал, и с протестантским миром. Но прекраснейшие христологические труды наших протестантских богословов, я бы сказал, зачитывайся и заслушивайся, когда слышишь о Христе нашем любимом. Ну, там любовь напрочь покрывает все наши разделения. Вот это очень важно, когда любовь разделяет. Как мы только начинаем критиковать друг друга, сразу же и христологическая тема не слушается, а зря. Потому что наработки очень и очень большие. Мы уже слышали о тех встречах Святейшего Патриарха в Гаване, и мы слышали о многих встречах с другими номинациями, деноминациями христиан нашего Святейшего, нашей иерархии, что мы продолжаем на наших форумах, научно-практических, скажем. Это начало было положено еще при организации основания, переоснования нашей епархии. В Троице-Стефано-Ульяновском монастыре очень много было научно-практических конференций. И руководил я тогда полгода, потому что не было епископского дома в Сыктывкаре, не было здания епархии, все это потом учредилось. Но я должен сказать, очень хорошо нам помогал тогда Юрий Алексеевич Спиридонов. Он как раз
финансировал наши монастыри, и Пилтовский, Крестовоздвиженский и Троица-Стефано-Ульяновский. Буквально вот по 500 000, но каждый год выделял, находил через инвестиционный центр, через другие там, скажем, фонды какие. И был этот фонд, не знаю, остался ли он, который при главе, его личные карманные, так сказать, расходы, если нет, очень грустно. Но тогда действовали эти финансы, сейчас мы этого не видим. А очень бы хорошо в этом проекте такое финансирование помогало бы, потому что то, что поступает от государства, оно лабиринтом любви возвращается, опять же, и Троица Стефановский, Ульяновский собирал по 5000 людей весной народа, по 5000, а ведь тогда население в разы было меньше, и раздавал ту капусту, ту картофель, те запасы продуктов, которые сохранились до весны, во множестве тем бедным прихожанам и паломникам, которые приехали и как-то узнали через местных священников, а местные священники были очень наблюдательные, это были люди по 50 лет руководящие селом, скажем, и они знали всю подноготную, все беды и скорби. Они участвовали в поступлении в высшее учебное заведение того же, скажем, Куратова и прочих умных, знаменитых Ломоносовых наших русских. И они знали, потому что они уже третье поколение переживали, воспитывали, когда какая-нибудь бабушка идет, а он, оказывается, эту бабушку сам тут крестил, этот священник, переживший и старше ее по возрасту. Поэтому для меня очень важно вот это соединение церкви и государства. Когда оно вместе, то и духовность процветает. Когда в разделении, то не то, что духовность процветает, и государство безрелигиозное прекращает свое существование. Вот это очень и очень важно. Но я, как лауреат Золотого пера Руси, хочу прочитать какое-то стихотворение, причем я сочинил недавно совершенно стихи о вере, надежде, любви. Вы знаете, такое прекрасное у нас событие было недавно. Пусть золото осени сыплет любовью, которая греет во веки веков, надежда укроет наш пледом с тобою на кресле в саду в окружении цветов. Прохлада осенняя, дар не случайный, согреем объятием наши сердца, пусть столик накроется маленький, чайный с огромной любовью в Иисуса Христа. Напомнит о нем пусть таинственный ветер, и пестрые листья начнут хоровод, и песнь воспоет «Аллилуйя, север!» наполнится духом Христовым народом. Осенние девы багрянцем сияют, их ранняя осень приятна Творцу, а нам долголетие мило желает, жить многое лето, ведущих к Отцу. У каждого сердца своя в жизни осень. У 3 дочерей она ранней была. Путь мудрой Софии для нас светоносен. Их просим, чтоб осень к нам поздно пришла. Многое вам и благая лет. Спасибо за внимание. Я бы хотел сейчас пригласить к микрофону и предоставить слово Ольге Александровне Сотниковой, это ректору Сыктывкарского государственного университета, это опорному вузу, без которого наш проект также невозможен, потому что Сыктывкарский, я думаю, что она много расскажет, но все равно в преддверии хотелось бы сказать, что Сыктывкарский университет обладает уникальной книжной коллекцией, которая собрана по этнографическим экспедициям, начиная практически с 70-х годов, по всем нашим деревням, и старообрядческая уникальная литература есть. Я думаю, что вот одна из таких точек притяжения, начало этого маршрута через книжность, показать культуру республики, это все-таки Сыктывкарский государственный университет. Ольга Александровна, вам слово. Уважаемые организаторы, дорогие гости и участники сегодняшнего семинара, позвольте вас поприветствовать от Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина и поблагодарить организаторов за привлечение нашего университета к этому проекту. Конечно, наша основная деятельность – это образовательная деятельность, но мы все понимаем, что образование и воспитание – это единый процесс, обучая, воспитывая, воспитывая, обучай, и никакой, как говорит молодежь, крутой специалист не будет на самом деле востребован обществом, если в нем отсутствует духовно-нравственная компонента воспитания. И это одна из приоритетных направлений в реализации наших образовательных программ.
И хочу поблагодарить за этот проект, потому что это еще один ресурс для того, чтобы нам решить эту одну из основных задач нашей образовательной деятельности. Не случайно совсем недавно, вы знаете, был внесен поправки в закон об образовании, которые обязывают заниматься в учебном заведении высшего образования, заниматься воспитательной работой, поскольку среди, к сожалению, моих коллег иногда встречаются такие разговоры, что нам главное подготовить специалиста, профессионала, который был бы компетентен работать на своем производственном месте, о том, что духовно-нравственная культура у этого человека должна быть, поскольку он работает с людьми, он живет в обществе, и в конце концов от его поведения зависит наше будущее процветание, об этом некоторые забывают. Ну, поскольку мы все законопослушные, то даже тех непокорных нам удается теперь переубедить. Да, действительно, на этом пути в нашем университете очень много открытий. У нас целый музейный комплекс, не один музей, а несколько музеев, которые затрагивают вопросы духовно-нравственного воспитания, духовно-нравственного становления в Республике Коми. И есть экспозиции, куда мы приглашаем, мы будем готовы, если это будет включено в культурный маршрут, связанный с нашей Республикой Коми. И есть отдел редких книг, который уже упоминал Алексей Анатольевич. И я вот посмотрела по программе, здесь представлено по меньшей мере 2 доклада, где будет об этом хорошо иллюстративно рассказано, поэтому я отдам это на долю профессионалов. И, конечно, мы, университет, наш университет, и я лично поддерживаю этот проект и прошу обращаться к нашей молодежи. Это достаточно мощный ресурс. У нас вчера была с ними неформальная встреча, они приехали с конкурса из Калининграда, и насколько они готовы на вот такие движения, когда говорят, что у нас там сейчас молодежь там, ну, нехорошая, неправда. Я вчера разговаривала с этими 15 студентами, которые горят сеять доброе, нести и молодому поколению, и старшему поколению самые добрые начинания. Используйте наш ресурс. Спасибо за проект. Спасибо, уважаемая Ольга Александровна. Дорогие друзья, у меня сейчас должен быть еще мой доклад, но без 15 у нас должен состояться пресс-подход. И понимая, что часть наших гостей торопится, спешит, на час назначены новые мероприятия, я его о самих туристических маршрутах оставлю на после кофе-паузы. А сейчас попрошу вас всех не разбегаться, не расходиться, дать нам возможность сделать вот с этого ракурса буквально 2-3 фотографии, пока мы все рядышком, пока мы все вместе. Вот. И после чего объявляется кофе-пауза, кофе-перерыв, а мы пойдем на пресс-подход. Спасибо большое. Давайте сфотографируемся и будем продолжать работать.
Меня слышно, нет? Меня слышно? Да, слушаю. Да, слушаю. Да, плохо очень. Ну, обрывистая очень, очень обрывистая речь. Хорошо. Через что? Хорошо, понял. Пока отключусь. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два. Просто как вариант можно сделать вот так вот. То есть она выйдет и будет вот так вот. Мгм, мгм, мгм. Ну что, продолжаем? Все, двигаемся дальше. Дорогие друзья, давайте, чтобы и ценить и ваше время, все-таки мы работаем сегодня в пятницу, и у нас еще предстоит с Мигелем культурная программа, мы должны успеть на несколько мероприятий. Давайте, ну кто-то как-то мне, да, перекрикивать приходится своих же работников. Вот, давайте мы начнем с того, что с отложенного моего выступления, с отложенного моего доклада, все-таки о каких же маршрутах идет речь и что в них такого замечательного. Итак, давайте доклад.
Значительная часть христианского культурного образовательного наследия – это история, культура, книги. Книга, как источник духовного знания, появилась на территории Коми-края одновременно с началом христианизации местного населения святителем Стефаном Пермским, просветителем и крестителем Коми-народа. В XIV веке это был один из самых образованных людей своего времени, причем образование его было и богословским, и светским. Стефана в Коми ставят наравне со святыми Кириллом и Мефодием. Ведь именно он создал пермскую азбуку амбур, древнейший алфавит, появившийся у финно-угорских народов, вторым после венгерского. Появление коми-письменности было связано с миссионерскими задачами. На пермский язык переводились церковные тексты. Церковный день памяти святителя земли Коми Стефана Пермского 9 мая и светский день коми-письменности отмечается 9 мая каждого года и каждое третье воскресенье мая. И отмечаются в одном месяце. Я считаю, что это на самом деле не случайно. Ну и как бы вот такая ремарка, она очень удивительная. С возрастом приходит понимание, с приходом Стефана Пермского для зырян, которых насчитывалось чуть больше 300 тысяч, на тот момент времени создается собственный алфавит. Ну для того времени это вообще уникальное событие, потому что был церковный уклад, который говорил о том, чтобы Библия читалась на старославянском, чтобы не искажать смысла Слова Божьего. А здесь появляется и разрабатывается целый алфавит. Для меня это такое, знаете, немного даже знаковое событие, то есть как бы как некое благословение зырян и благословение земли Коми. Национальная библиотека – одно из старейших культурных просветительских учреждений края, чей богатейший книжный фонд формируется уже почти 2 века. Историческая часть фонда – основа для многих исследовательских проектов. И совсем не случайно, несколько лет назад на базе библиотеки создана музейная экспозиция, посвященная истории книжности Коми-края со времен Стефана Пермского до наших дней. Библиотека, как главное книгохранилище края и организатор Музея книжной культуры Республики Коми, с радостью входит в культурный маршрут святыни неразделенного христианства. Мы предлагаем объединить опыт краеведческих, в том числе и книговедческих исследований республиканских и муниципальных библиотек и музеев и представить весь ценнейший накопленный материал в рамках маршрутов путешествия под покровительством Николая Чудотворца и книги «Веры и верности». Содержание маршрутов нацелено на ознакомление с историей Коми-края сквозь призму развития религиозной, этнической и книжной культуры территории. В Коми есть ряд мест, имеющих самобытную историю, в которую вплетается история архитектурного памятника, храма, часовни, места, события и природного явления, и история книжная. Их бережно собирают и хранят краеведы, в числе которых и сотрудники библиотек. Культурный маршрут по Республике Коми, путешествие под покровительством Николая Чудотворца, основан на следующих фактах. Храмовое зодчество в Коми, а также сохранившиеся иконы и религиозные тексты позволяют судить об этом особом почитаемом местным населением о памяти Николая Мерклийского, Николай Угодник, Николай Чудотворец, архиепископа города Миры, христианского святого. По статистике храмов в честь Николая Чудотворца, расположенных на территории Республики Коми, занимает 11 место. Думайте только в эту цифру, это 27 храмов. В их числе деревянные и каменные храмы, вновь построенные, воссозданные или руинированные. Святой Николай – один из тех святых, которых почитают в самых разных уголках света. Покровитель путешествующих семьи и детей стал популярен у людей, живущих в суровых северных условиях на бескрайних просторах тайги. Основная идея серии маршрутов «Книги и верности» – путешествия по истории книги и истории края. Такова, к примеру, история старообрядческой рукописной традиции и формирования книжных центров на территории Коми. Серия маршрутов по центрам старообрядческой книжности культуры предполагает познакомиться через историю книг с историей, обычаями и природной удивительных мест республики, с вековыми традициями культуры и верности. Отправной точкой каждого маршрута станут экскурсии в книжную историю Коми-края через экспозицию Музея книжной культуры Республики Коми при Национальной библиотеке и демонстрация коллекции духовных книжных раритетов, связанных с местом дальнейшего следования и собраний организаций партнеров. Это и книжные памятники и библиотеки Троицы Стефановского Ульяновского мужского монастыря, хранящиеся в стенах Национального музея Республики Коми, и книги старообрядческой традиции и собрания Сыктывкарского государственного университета. Далее по пути следования эту эстафету примут партнеры на местах.
В Республике Коми данные проектные маршруты мы предлагаем продвигать в рамках событийного и этнического туризма. На этом семинаре собрались представители тех районов, учреждений и организаций, которых мы пригласили к совместной работе по реализации культурных маршрутов. Это сотрудники музеев, библиотек, архивов, представители церкви, туроператоры. На первом этапе в маршрутах задействованы 10 районов. Это у меня в тексте 10. На самом деле их уже сегодня 11, потому что к нам присоединился Ижемский район. Я назову эти районы. Это, конечно же, Княж-Погосский, Кайгородский, Карткировский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Ударский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-Цилимский районы и, как я уже сказал, Ижемский. Ожидаем, что позднее к проекту подключатся и другие муниципалитеты. Мы надеемся, что вы внесете в этот проект свои предложения, свой бесценный опыт и знания. Это позволит по-новому открыть миру культурное достояние родного края. Я хочу поблагодарить за участие всех здесь присутствующих и надеюсь на долгосрочное партнерство в части сбора, обобщения необходимой для организации маршрутов информации. Спасибо, и хочу передать слово своему коллеге, человек, который будет вести дальнейшие мероприятия. Елена, пожалуйста. Коллеги, еще раз здравствуйте. Я вот принимаю эстафету. Сразу несколько технических моментов. Вот этот замечательный помощник в презентациях для наших докладчиков, он здесь. Вы можете располагаться свободно на трибунке. А сейчас у нас онлайн-включение, и на связи с нами Павел Федорович Лимеров, доктор филологических наук, главный редактор журнала «Арт». Он сегодня уже немало говорилось о роли святителя Стефана Пермского и в истории нашего края, и в развитии книжной культуры. И сейчас мы от Павла Федоровича услышим еще, я думаю, несколько интересных фактов, мыслей и каких-то, возможно, новых научных открытий. Павел Федорович, вы нас слышите, мы вас видим и, надеюсь, слышим. Да, слышу. Начинать, да? Да, Павел Федорович, пожалуйста. Образ Стефана Пермского, сложившийся в современном научном дискурсе, сугубо прагматичен и в силу этого существенно снижен. С одной стороны, признается его деятельность по обращению в христианскую веру Пермского и Коми края, с другой стороны, сама его миссионерская деятельность признается чем-то вторичным, сопутствующим великокняжеским планам скорейшего присоединения к московской земле пермских территорий. При этом совсем не учитывается напряженная политическая обстановка, в которой Москва находилась в 1370-е годы. Это и постоянные конфликты с Тверью и Рязанью, военные столкновения с Литвой, войска, которые в 1371 году едва не захватили Москву. Это и военные тяжбы с Золотой Ордой, бойня русских войск на реке Пьяне, битва на реке Воже, Куликовская битва, разорение Москвы Тохтамышем. Все это требовало многочисленных людских и денежных ресурсов, постоянной концентрации сил в этом направлении. Поэтому северное направление еще долгое время оставалось на периферии большой политики. Между тем, сам факт составления жития Стефана Пермского, почти сразу же после кончины Стефана, говорит о том, что современники воспринимали его как святого, а не как политического деятеля, причем оценивали его религиозный подвиг очень высоко. Такая оценка подвига Стефана Пермского обусловлена прежде всего тем, что, по верному замечанию итальянского слависта Риккардо Пиккио, впервые славянская церковь выступила не как ученик, но в роли учителя и апостола. Житие Стефана Пермского и Епифания Премудрого, написанное им, что называется, по горячим следам, это прежде всего повествование о деле жизни Стефана Пермского по просвещению пермского народа, ставшего его подвигом святости. Свидетельство автора деятельности Стефана, одним из главных вопросов исследователей всегда был вопрос соотношения в житии исторического и агеографического материала. В связи с этим следует отметить, что единственной исторической датой является дата кончины епископа, 26 апреля 1396 года. Эта дата
устанавливаем, так, к примеру, год учреждения Пермской епархии на другую зиму по тому зимой 1383. Другие даты, например, дата рождения Стефана, фактически специально путает исторические факты. Это говорит о том, что Епифаний сознательно отделяет наиболее для жизнеописания Стефана от менее значительных, и тем более от совсем незначительных. Исторические факты постольку имеют для Епифания значимость, поскольку они культу Стефана как святого. Поэтому Епифаний видит свою задачу не только и не столько в изложении фактического материала, сколько в обосновании культа Стефана Пермского через раскрытие его подвига святости. Этот подвиг, по мысли Епифания, подвигом первых апостолов и равноапостольной деятельности первопросветителей Константина Кирилла и апостольного происхождения христианства в Перми. Павел Федорович, что-то, видимо, с интернетом вы пропадаете. Мы вас не слышим и не видим. Я предлагаю нам продолжить нашу программу. Если вдруг будет какая-то возможность, да, мы сделаем еще одно включение. Вот, к сожалению, Павел Федорович. Проблемы с интернетом, видимо. Вы пропадаете. Павел Федорович в рабочей поездке, в командировке, прямо из гостиницы для нас вещает. Поэтому, конечно, следовало ожидать чего-то подобного. Но мы надеемся, что в каком-то виде, если мы сейчас в прямом эфире, но мы дослушаем это сообщение, тем более, что фигура святителя Стефана очень важна для нашей темы в частности. Ну что ж, мы отключим, наверное, Павла Федоровича, поблагодарим его. Да. А сейчас продолжим говорить уже с нашими, ну, раньше мы говорили предполагаемыми партнерами, сейчас уже с настоящими. Послушаем в нашей вот сейчас второй части о том, что вы думаете об этом проекте, расскажете о своих ресурсах. И сейчас я хочу пригласить представителя гостеприимного Национального музея Республики Коми, Марину Николаевну Кириченко, которая спряталась передо мной, сидит, да, вот, а я ее ищу где-то на задних рядах. Марина Николаевна, она расскажет нам о коллекции старопечатных книг в собрании музея. Она является, это собрание является очень важной составляющей наших культурных маршрутов, поэтому мы надеемся услышать сейчас что-то очень интересное, в том числе и то, как вы видите нас. Об этом. Я сама, да, могу? Поняла. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с вами находимся в литературном музее в зале возникновения коми-письменности. Зал этот открыт у нас, ну, вообще экспозиция в 2012 году. И здесь мы наиболее широко представили коллекцию наших редких книг. Коллекция формировалась из нескольких источников. Это, конечно же, частные собрания. Были и закупки, были и в дар поступали книги. Это были и экспедиции, особенно в 80-х годах, этнографические, археографические. Преподаватели из ГУ привозили книги. Но в основном, конечно, наша коллекция состоит из фондов Усть-Сысойской общественной библиотеки и Троицы Стефана Ульяновского мужского монастыря. В общем-то, у нас в коллекции есть достаточно книг, которые обладают по-настоящему историко-культурной ценностью и являются национальным достоянием. У нас есть ряд книг, напечатанных в Киеве, Киево-Печерской лавре, но в основном наше собрание это книги, напечатанные в первой типографии России, это на Московском печатном дворе, и в синодальной типографии, где сейчас располагается РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет.
Ну, таких очень древних книг у нас не так много, чтобы до 1700 года. Вот из печатных книг, самая древняя наша книга из печатных – это Евангелие XVI века 1575 года. Напечатана в Вильно в типографии Кузьмы и Луки Мамоничей. Евангелие это уже переплетено в более современный переплет в лиловом бархате. Здесь есть медные застежки. Евангелие очень красиво украшено гравюрами и тиснением. Значит, еще одна книга, тоже XVI века. Это служебник. Также напечатана на Вильно. И на ней, эта книга известна в мире всего 16 экземпляров. Но во всяком случае, судя по каталогу. Вот это вот Евангелие всего 110 экземпляров, ну и плюс вот наш экземпляр. И вот эта вот древняя книга действительно раритет мирового уровня, можно сказать. Их всего несколько экземпляров, хранится вот в Великобритании, в Греции, и, ну, конечно, на Украине, и ряд книг в Москве и Санкт-Петербурге. На служебнике есть запись. Вот я ее прочитаю, что книга «Служебник Вашского уезду, Кокшинской четверти, Заборской волости, деревни Ведерниковской, крестьянина Костянтина Михаила, сына Каликина». Подписал своей рукой 1715 года, декабря, в 17-й день. Вот вы видите как раз эту запись. И как раз книга тем и уникальна, что наличием вот этих дарственных владельческих записей. Но в основном, конечно, наше собрание состоит из книг, поступивших из Троицы Стефана Ульяновского монастыря. Это около 100, ну больше 130-140 книг. Есть рукописи, есть кириллическая печать, есть гражданская печать. Но самая древняя вообще в нашем музее книга и самая древняя монастырская книга, которая есть у нас конца 15 века, начала 16, она долгое время у нас экспонировалась в отделе истории и будет экспонироваться. Это «Минея служебная на ноябрь» с житием Варлаама Хутынского, который жил в XII веке, был сыном знатного новгородца и свои детские годы провел в Новгороде, имел дар чудотворений и прозорливости. Еще одна очень уникальная рукопись XIX века, сборник с повестью о Стефане Пермском и изъявлением о начале Пермской епископии. Это скоропись, рукопись, сборник. Там есть выписки из разных, из житий, из поучений, из Маргарита, пролога, потеряка. И вот в том числе там несколько листочков, 10 листочков, есть вот с такими вот руками, будем говорить. То есть тут мы видим в составе этого сборника так называемый метод пальцевого счета пасхалий. Я туда нажала. Применявшийся на Руси еще в 15-16 веке. Они выглядят в виде таблицы, своего рода таблицы, где в виде пары человеческих рук, где колонки являются пальцами, а строки суставами. И вот как раз тут руки совпадают с таблицей. Я делала доклад в этом году на нашей конференции на эту тему. Это очень интересная рукопись. Долгое время лежала, мы не могли с этим разобраться. Ну вот как-то более-менее начали изучать. Ну важно, что нам важно в данном сборнике, что эти древнерусские календарные таблицы включены вместе с историческими памятниками, посвященными деятельности Стефана Пермского по просвещению коми-зырян. Очевидно, что он принес на коми землю и традицию пасхальных вычислений, без которых невозможно было бы православное богослужение. Очень интересный сборник Соловецкого иеромонаха Серафима, очень красивый, лицевой, XIX века, там много гравюр, много рисунков, киноварных, чернильных, заголовков, инициалов, тоже поступила из монастыря. Тоже одна из уникальных книг находится вот у нас на экспозиции здесь. Сборник переводов Арсения Грека «Анфологион». Напечатано в 1660 году на Московском печатном дворе. В общем-то, до этой книги
как титульный лист не применялся в печатных изданиях. И вот именно с этой книги, с Анфологиона и с Псалтырия титульный лист стал обычной принадлежностью всех выпускаемых изданий. Так. Ну, также я говорила, что у нас есть издание Киево-Печерской лавры, вот в частности службы преподобным отцам Печерским XVIII века. Здесь печать в одну краску, также очень хорошо орнаментирована книга гравюрами, инициалами и заставками, наборными украшениями. Вот такие гравюры здесь есть в рамках с растительным орнаментом Успения Пресвятой Богородицы. И, ну, в общем, очень красивые. Так, ну, в составе библиотеки Ульяновского монастыря есть ряд книг святых отцов церкви, да, церковных писателей. Иоанна Златоуста, Дмитрия Ростовского, Ефрема Сирина, Гавриила Петрова. В общем, ряд книг. И тоже вот они у нас есть. Тоже одно из редких, уникальных изданий беседы Иоанна Златоуста о 14 посланиях святого апостола Павла. Напечатано тоже в Киеве в 17 веке. Так. Ну вот еще одна книга, уже напечатана в Москве в синодальной типографии, также Иоанна Златоуста. Есть ряд поучений митрополитов, значит, Гавриила Петрова и Платона Левшина, собирателей и редакторов. У нас есть ряд изданий, и ну, достаточно интересно. Издание Дмитрия Ростовского. У нас есть в рукописном варианте книга «Розыск раскольнической брынской вере» Дмитрия Ростовского. Вот она в рукописном варианте. Список с печатного издания. И у нас есть печатное издание. Ну, не факт, что этот список сделан с этой книги, но просто аналогию провожу, что есть и рукопись, и печать, две книги синодальной типографии. Также, конечно, честь именей Дмитрия Ростовского. У нас есть ряд книг, вот 7 книг по разным месяцам. Дальше. Житие Ефрема Сирина, поучение Авы Дорофея, также напечатано на печатном дворе, 18 век. Здесь очень интересно, есть стихотворение. Перевод этой книги выполнен Федором Поликарповым, и он печатает здесь стихотворение под названием «Надсловие», вот там с левой стороны, из которого читается акростих «Троуд Богодара». То есть так, если читать большие буквы, то получается эта фраза. Так, и, конечно, Евангелие напрестольное. Это Евангелие напрестольное, у него очень интересная судьба. Его стали, Евангелие именно из монастыря. Его стали описывать, и когда раскрыли, оно тоже вот украшено гравюрами, и когда раскрыли его переплет, то оказалось, что вот на переплетных листах вот такие вот они грязные, вроде и ничего не видно, не заметно, но тем не менее специалист, историк Борис Николаевич Морозов прочитал, увидел, главное, что там есть что-то вообще написано, а написана была очень важная информация. Там была запись одного из сыновей основателя монастыря Филарета Тюрнина Никонки Федорова. Запись скорописью 17 века. «Государю моему Дмитрию Агафоновичу под челом бью Никонка старцев, пожаловать тебе, государю моему, довесть сию книгу Евангелия и отдать в Кибре Федору или Титу Микитиным, а тебе, Федор, ну, не закончена эта запись». То есть, по нашим предположениям, видимо, вот Никонка Федоров ездил в Москву, приобрел эту книгу, привез ее в Ульяновский монастырь, и на подклеенных листочках каких-то вот разных архивных документах он сделал вот такую запись. И мы бы вообще не догадались, ничего бы не смогли прочитать, но вот есть люди, вот прочитали у нас. Далее.
Очень уникальная у нас коллекция, библиотека Ивана Степановича Рассыхаева. Она как раз представлена в этих витринах. То есть помимо Ульяновской библиотеки, у нас также здесь представлены на экспозиции крестьянские библиотеки, старообрядческие и вот Ивана Степановича Рассыхаева. И, конечно, его уникальнейший труд «Дневные записки». Немножко скажу о нем, что, во-первых, Иван Степанович автор дневника, исторических, литературных, естественно-научных сочинений, книгописец, владелец библиотеки, книголюб, собиратель, мемуарист. Он был человеком любознательным, интересовался естественными и гуманитарными науками, проявлял интерес к русской и мировой культуре. У него есть выписки и из Пушкина, и из Марка Твена, и других зарубежных и русских писателей. Он всю свою жизнь прожил в Усть-Куломе, был волостным писарем, счетоводом Усть-Куломской общественной сберкассы. После революции делопроизводителем волостного исполкома и уездной приходно-расходной кассы. Он создал целую рукописную библиотеку энциклопедического разножанрового характера на коме и на русском языке. Его книгописная деятельность – уникальное явление в истории культуры Коми-края XIX-XX веков. Как вы видите, все его книги небольшие, вот я тут собрала, в общем-то все почти они представлены в этих витринах, в выдвижных ящичках. Это небольшие тетрадки, тетрадочки в картонных переплетах, написан очень аккуратным почерком, подражание печатному. Да. Вот. Ну и, конечно, центральное место в творчестве Ивана Степановича занимает дневник, который он писал с 1903 по 1953 год. Вот он как раз, и тут его фотография есть. Также в этой витрине представлена у нас уникальная коллекция книжника, собирателя, хранителя, читателя Антонова Сидора Нилыча, старообрядца из деревни Скидской. Тоже крупнейший собиратель старинных книг и рукописей, которые передал он нам в музей в 1983 году, но он не только передал, но, в общем-то, музей у него приобрел. Есть об этом документы. Вот. Ну, вот так он выглядит. И у нас вот тоже фотографии и книги из его библиотеки. В частности, вот книга Евангелия XVII века, 1633 года, тоже очень красивая, после реставрации представлена у нас. А также уникальное издание – это «Актоих». «Актоих» Никиты Фофанова. Так, сейчас. 17 века, в общем-то, это такой уникальный мастер-универсал, мастер печатного дела. Он сам и гравировал орнаменты, сам печатал. И вот эта книга «Актоих» была, в общем-то, его, последней его работой. Он ее не успел допечатать. Она начала печататься в 1616 году, а вышла в свет 23 сентября 1618 года в 2 томах, но у нас 1 том. Конечно, тоже книга требует реставрации, но книга потом была завершена, допечатана его учениками. Так. И вот хотела сказать, что некоторые листы из этой книги Актоиха были опубликованы в современном издании «История рода Михалковых», который Борис Николаевич написал эту книгу, рода Михалковых, которую наш режиссер Никита Сергеевич Михалков, и наша книга туда же пошла. Так. Апостол. Апостол у нас, пока она не очень атрибутирована, то есть 1634 года, мы так думаем, по крайней мере, так на ней написано, также из состава его коллекции. Вот имеется у нас такое Евангелие напрестольное, в таком медном переплете. Книга нуждается в реставрации. Однажды я ее даже уже возила в Санкт-Петербург, советовала. Там, что с ней делать, в общем, в итоге привезла обратно, так она у нас пока лежит, не отреставрированная, тоже 17 века, очень красивая. У нас есть ряд прологов, достаточно интересных,
вот прологи 18 века, и долго я с ними работала, потому что получилось, пролог вышел в 18 веке, 1792 года, в 2 частях. Но наши книги, которые имеются у нас в фондах, они еще эти части разделены на 2 части. И причем всего 4 книги, все от сентября до августа, и все 4 книги имеют одинаковую запись на 54 листах, вот, которую я здесь и представлена. Так, ну ладно, не буду уже эту запись читать. Также есть пролог из келейной библиотеки великоустюжского архиепископа Александра XVII века, тоже с записью по Нижнему полю, лето 7200 года, подписана сия книга четверть года пролога Преосвященного Александра, архиепископа Великоустюжского и Тотемского келейная. Вот. Ну, конечно, у нас представлена Устье-Сольская общественная библиотека, она у нас расположена вся вот на 2-м этаже, это я вот открытый шкаф сфотографировала, вот с такими наклейками. Здесь беллетристическая литература, художественная литература, сентиментальные романы, историческая, словари, ну, в общем, разные. И хочу сказать про наших исследователей, ученых. Многие наши книги и исследовались, вот, писались монографии. Вот Татьяна Федоровна Волкова издала огромный труд по дневным запискам Ивана Степановича Рассыхаева. И как раз вот тут опубликован весь дневник Рассыхаева. Старообрядческий центр Навашки, устная и письменная традиция Удары. Тоже здесь речь идет о наших книгах, в частности, о месяцесловии рода Рахмановых-Матевых-Палевых. И вот совсем недавно, буквально в этом году, ну в том году, в 2020 году, вышли материалы, воспоминания о памяти Александра Александровича Амосова. Тоже мы выступали на конференции в библиотеке Академии наук. Дело в том, что именно Александр Александрович начал описание книг, это было много лет назад, начал описание книг наших рукописных. И, в общем-то, только в 2013 году мы издали этот труд, рукописные книги 15-20 века, это вот как раз фотографии с презентации, ну, уже вот такой большой коллектив, и в библиотеке Академии наук мы тоже рассказывали про это издание. Еще хотела сказать, что не только вот у нас, здесь у нас основная экспозиция наших книг, но вообще у нас строятся выставки. Многие выставки не обходятся без редких изданий. Вот я сделала небольшую подборку. В 2007 году у нас была выставка «Рассказы старых переплетов». Все вот наши раритеты мы показывали. От псалтыри до компьютера в отделе истории была такая книга, такая выставка, тоже экспонировали. Вот совсем недавно, в 2016 году, у нас была как раз к 105-летию музея, 95-летию Республики Коми выставка «У Печоры у реки». И там, конечно, одно из важных мест занимали старообрядческие, усыльмские, рукописные памятники и старопечатные. Также у нас по Усыльму была отдельная выставка в 2007 году, тоже «Старопрежней Руси. Осколок». Вот. Ну и сейчас, в прошлом году мы делали по Ударской книжности выставку небольшую в этом зале, достойно есть, из истории Ударской книжности. К нам поступили фонды, такие как бы гектографы машинописные, там содержались полемическая выписка по старообрядцам, и мы там их выставляли. Сейчас работает выставка у нас «Достояние республики», скоро уже закроется к 100-летию музея, там тоже у нас показаны наши раритеты книжные, и совсем недавно было мероприятие у нас по Жакову, свободные микрофоны, показывали изображения на наше здание по работам Павла Никушева, и также мы это все издаем. У нас есть серия набора открыток, раритеты Национального музея. И вот самый первый набор у нас выходил в 2011 году. Там тоже книга Калистрата Жакова «Биармия» была представлена, которая у нас представлена в соседнем зале.
коми-литература 1 и 3. Вот кратко, значит, о нашей коллекции, о наиболее интересных. Конечно, мы планируем, что в отделе истории, в обновившемся, когда он будет обновлен и построен, мы также выложим все наши раритеты, отреставрируем, и добро пожаловать в музей. Вот, спасибо. Благодарим Марину Николаевну за столь объемную презентацию своих ресурсов. Мы еще раз убедились, что в Национальном музее таки есть что посмотреть для тех путешественников, которые решат воспользоваться нашими маршрутами и проехаться по республике. Если вы заметили, загляните в программу, у нас логика выступлений построена в том числе и с точки зрения наших маршрутов. Мы пока еще с вами в Сыктывкаре. И слово предоставлю сейчас еще одному нашему партнеру, одному из крупнейших фондодержателей республики, с интереснейшим фондом, Сыктывкарскому государственному университету. Приглашаю Татьяну Владимировну Бровкину, заведующую отделом редких книг и рукописей научной библиотеки университета. Она нам расскажет о своем книжном фонде, о самых лучших и интересных раритетах и древностях. Прошу вас. Так, право-лево, да? Угу. Здравствуйте, коллеги. Вообще Республика Коми относится к числу тех регионов, где сложились свои оригинальные рукописные традиции и сохранились до наших дней в составе рукописных сборников книги и старопечатные, и рукописные, это памятники древнерусской и старообрядческой литературы, и как раз-таки Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина и отдел редких книг и рукописей научной библиотеки сохраняет, да, эти книжные памятники. Вообще тема моего выступления достаточно обширна, да, север как место сохранения средневековой книжной культуры, но попыталась я как раз-таки сделать упор на то, чем наша организация может быть полезна в рамках маршрута книги веры и верности. Видите вы сейчас карту Республики Коми, территорию Республики Коми. Вообще, конечно, я опиралась на те книгописные центры, которые на территории Республики Коми сформировались. Вообще, древнейшим книгописным центром на территории нашей республики считается Усть-Вымский центр. Его появление относится к концу XIV века, и, конечно, он был создан Стефаном Пермским при христианизации коми народа для переписки богослужебных текстов на древнем коми-языке стефановской пермской азбукой. Конечно, книг на стефановской древнепермской азбуке в нашем фонде не представлено, да, но это вот как начало всего. А в дальнейшем уже на территории других книгописных центров Республики Коми книги, конечно, писались славянским кириллическим письмом. И основными книжными центрами Республики Коми на сегодняшний день являются центры на Нижней, Средней, Верхней Печоре, а также на реке Вашке. И, безусловно, возникновение этих центров связано с распространением на территории Республики Коми старообрядчества. Да, в 18-20 веках идет активное распространение старообрядчества нескольких согласий, и в этих районах до наших дней сохранились рукописные и старопечатные книги. И такие книги, бытовавшие в разных районах Республики Коми, нашли свое место в собраниях фонда отдела редких книг и рукописей научной библиотеки СГУ имени Петерима Сорокина. Они бережно хранятся и становятся предметом исследования ученых, филологов, студентов и широкого круга исследователей. Так, например, самая древняя рукопись нашего фонда – это рукописный апостол 1550-х годов. Находится она в собрании Юрия Васильевича Гагарина. Почему я начала с этой рукописи? Во-первых, потому что она самая древняя. Во-вторых, собрание Гагарина – это собрание известного коми-этнографа, ученого Юрия Васильевича Гагарина. Думаю, знаете вы все это имя. И оно было собрано
по разным районам, да, Республики Коми, и не только Республики Коми, смежных областей, Архангельской области, да, поэтому мы точно не определяем, откуда, да, была привезена эта книга, но тем не менее она в нашем фонде есть. Что это за рукопись? Это, соответственно, апостол, выполнен на бумаге в двойку крупным полууставом на 306 листах, то есть это достаточно большая по формату и объемная рукопись. По содержанию это апостол, который можно прочитать в любом издании Библии, но, однако, книга выделяется своим орнаментальным убранством. В ней представлены заставки пером нововизантийского стиля, есть элементы вязи, и рукопись содержит вкладную запись, цитирую: «Лето 7143 года, неизвестно какого дня, положил в соборную церковь великого Василия Кесарийского сию книгу апостол Иван Яковлев, сын Воротников, при животе своем, за то даяние молите Господа о его здравии, а по смерти за упокой и его родители». Конец цитаты. Это вот самая старая книга нашего фонда. Теперь вернемся к книжным центрам Республики Коми. Одним из уникальных центров книжной культуры Республики Коми является Нижняя Печора. Это, как вы можете видеть на слайде, Устилимский район, включающий в себя селения по нижнему течению Печоры и по ее притокам, соответственно, Пижме и Цильме. И с 1977 года обследование Нижней Печоры проводят филологи Сыктывкарского госуниверситета. Первая экспедиция как раз-таки состоялась в 1977 году под руководством преподавателя, ныне уже профессора Татьяны Федоровны Волкова. Это имя уже сегодня звучало в докладе, в предыдущем докладе, да. И найденные, конечно, в ходе этих экспедиций рукописные и старопечатные книги, они положили начало формированию фонда отдела в принципе и, конечно же, Устилимскому собранию рукописной и старопечатной книги. И на сегодняшний день Устилимское собрание из 8 собраний, которые представлены в нашем фонде, оно самое крупное, это 267 рукописных книг и 90 книг кириллической печати. Конечно, большую часть Устилимского собрания составляют богослужебные книги и рукописи духовно-нравственного содержания. Это различные по жанру книги и богослужебные сборники, и псалтыри, и Евангелия, молитвословы и так далее. Но именно среди рукописных книг собрания, созданных до 1700 года, можно отметить, например, сборник богослужебный, нотированный, видите вы его на слайде, это Устилимское собрание, рукопись 122 17 века, на 350 листов, форматом 8, написанный полууставом. Сборник в себе содержит несколько произведений, это ирмология, и нотация в ирмологии крюковая, беспометная, да, это один из самых древних видов нотации, обиход, величание праздникам, службы различным праздникам и святым, месяцы слов и так далее, да, то есть в этом сборнике представлено несколько у нас важных церковных произведений. Кроме того, к рукописям, созданным до 1700 года, можно отнести, например, фрагменты требника Устилимское собрание, рукопись 200, богослужебного сборника Устилимское собрание, рукопись 199, а также часослов Устилимское собрание, рукопись 159. Книги кириллической печати Устилимского собрания из нашего фонда датируются 17-20 веками. Издания 17 века представлены книгами, выпущенными в основном Московским печатным двором. Это несколько псалтырей, номера книг это, соответственно, 1, 2, 4, 9, 33, часовники 30, 31, 34, часословы 38, 86, триоть 39 и трифолой, это Устилимская печать 42, вы можете видеть его на слайде. Это печатный трифолой на март-апрель-май, напечатан он в 1638 году, приобретен был в Устильме во время археографической экспедиции 1980 года, как раз-таки филологами Сыктывкарского государственного университета. Книга до сих пор очень хорошей сохранности, в ней много орнаментальных элементов, заставок, элементов вязи. Очевидно также, что книгу активно читали. На первых страницах можно увидеть
но здесь, конечно, не видно, множество капелек воска от свечей. И на последней страничке можно прочитать выходные данные, опять же цитирую. Книга была напечатана по велению его государя, царя великого князя Михаила Федоровича, всея Руси самодержца, при благословенных царевичах князя Алексея Михайловича, князя Иване Михайловича и патриархе Московском и всея Руси Иоасафе. Конец цитаты. Конечно, когда мы говорим о книгах Усцилимского собрания нашей библиотеки, в принципе, безусловно, возникают фигуры наших самобытных печорских книжников. Это фигура Ивана Степановича Мяндина и фигура Степана Анфиногеновича Носова. Их книги я в презентации не представила, поскольку, конечно, они были созданы позже 1700 года, но они создавались по тем же канонам, да, которые были характерны и для более ранних книг. К тому же старообрядцы, коими были и Мяндин, и Носов, старообрядцы вообще старались приобретать книги, написанные и созданные до раскола, да, и уже по этим образцам, списывая с этих образцов, да, создавать свои произведения. Также, например, в том же «Торжественнике» и других рукописях Ивана Степановича Мяндина можно увидеть и сочинения и отцов церкви, и там те же фрагменты из богослужебных сборников и так далее. То есть я думаю, в рамках маршрута книги веры и верности мы можем привязать и традиции Мяндина, и Носова, и так далее. Просто подробно я сегодня на них останавливаться не буду. Так, следующее. Соответственно, следующим книжным центром на территории Республики Коми является район Средней Печоры. Он включает населенные пункты по реке Печоре. Это сейчас у нас Вуктыльский и Печорский районы Республики Коми. Этот район не создал уникальной рукописной традиции, но туда часто попадали книги с Верхней и Нижней Печоры. И опять же в конце 70-х, начале 80-х годов, а также в 90-х годах 20 века на Средней Печоре работали экспедиции Сыктывкарского университета. И Среднепечорское собрание рукописей нашей библиотеки насчитывает 80 единиц рукописей и 59 старопечатных книг. Рукописные книги, представленные в собрании, относятся к 18-20 векам. Большую часть собрания, опять же, составляют богослужебные сборники, помяники, синодики, сборники псалмов, уставы, чины и так далее. А вот старопечатные книги Среднепечорского собрания датируются 16-20 веком. И издание 16 века это фрагмент «Апостола», изданного в типографии Ивана Федорова. Этот фрагмент я не привела в презентации, но было установлено опять тем же самым Борисом Николаевичем Морозовым, о котором уже говорил предыдущий докладчик. Работал он с этим нашим фрагментом. Это такой буквально один лист из «Апостола», и установил он по типу бумаги и еще по ряду причин, что это действительно «Апостол» фрагмент «Апостола» из типографии Ивана Федорова. Также это служебник, изданный в типографии Андроника Тимофеева, невежи, служебник уже конца 16-го, начала 17-го годов, и среди изданий 17 века псалтырь, один лист из которой вы можете видеть на слайде. Эта псалтырь была выпущена в 1619 году Московским печатным двором, и тоже очень она в хорошей сохранности. И также еще к кириллическим книгам Среднепечорского собрания, созданным в 17 веке, относится фрагмент Евангелия. Да? Третий центр книжной культуры на территории Республики Коми – это Верхняя Печора, то есть современный Троицко-Печорский район Республики Коми и пограничное с ним селение по реке Печоре и реке Колве. Книжные памятники этого центра представлены в нашем Верхнепечорском собрании. Рукописное наследие верхнепечорцев следует отнести к поздним старообрядческим традициям, однако среди старопечатных книг есть издания 17 века, и наиболее сохранившаяся книга – это
Евангелие толковое, соответственно, Верхнепечорское собрание, печать под номером 2. Интересны записи в этом Евангелии, их я приведу, в которых указано место бытования этой книги, как раз-таки в 17 веке, Япторский уезд, и сообщается о ее передвижении из одной церкви в другую. Цитирую: «Руку приложил сие книге глаголемою Евангелие толковое повседневное Стефан Григорьев, сын Черков, в отчине в Япторском уезде, в село Троицкое, в церкви святей Живоначальная Троицы». И вторая запись. В 1702 году перенесена сия книга в Стефана Григорьевича в вотчину на реку Каваду в церкви Ижева святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, а в то место оставлено в Троицком Новое Евангелие. Конец цитаты. Да? То есть вот еще один пример книги, созданной до 1700 года. И еще один старообрядческий центр, это, конечно, Ударский старообрядческий центр или старообрядческий центр на Вашке, поскольку находится он в бассейне реки Вашки, и это, соответственно, Ударский район Республики Коми. И рукописи ударского происхождения находятся в Вашкинском, Гагаринском и собрании текущих поступлений нашей научной библиотеки. Само Вашкинское собрание насчитывает 58 рукописных и 33 старопечатные книги. Опять же, большинство рукописей – это богослужебные сборники, предназначенные для культовой практики. Если мы говорим о рукописных книгах 17 века с территории Вашки, это присутствуют эти рукописи в собрании Гагарина. Так, это уже у меня печать. Есть рукописи из собрания Гагарина, это псалтырь и оглавление Апокалипсиса. А кириллические книги Вашкинского собрания хронологически охватывают 17 и 20 века. И как раз из изданий 17 века в составе Вашкинского собрания 3, это 2 Евангелия, Вашкинская печать 1, Вашкинская печать 24, и Минея служебная на октябрь, Вашкинская печать 28. А кириллическая печать собрания текущих поступлений хронологически охватывает также 17-20 века. И среди книг 17 века это «Цветник», печать под номером 5, «Часовники» 1042, выпущенные опять же Московским печатным двором, «А кто их?», напечатанный в 1649 году, и «Жизнеописание Николая Чудотворца», изданное в 1642 году. Также его вы можете видеть на экране. И, конечно, когда мы говорим об Ударской, о Вашкинской рукописной традиции, у нас в памяти всплывает имя старообрядческой наставницы Ольги Петровны Коровиной. Да, есть у нас в собрании рукописи Ольги Петровны Коровиной, конечно, созданы они были уже позднее 1700 года, но это рукописи очень хорошей сохранности, рукописи богато украшены, с заставками, с миниатюрами, да, показать мы их тоже можем. И таким образом в фонде отдела редких книг и рукописей научной библиотеки СГУ имени Петерима Сорокина представлены рукописные и старопечатные книги основных книжных центров Республики Коми. Среди книг, выпущенных до 1700 года, чаще, конечно, представлены старопечатные книги, нежели рукописи. В основном это Евангелие, псалтыри, обиходы. Из рукописей это апостолы, псалтыри и богослужебные сборники. Но мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, наш фонд достаточно широк, да, и относительно культурных маршрутов мы можем много о чем рассказать. Это также у нас есть в Усть-Илимском собрании книги того же Сидора Ниловича Антонова, который тоже является старообрядческим наставником, да, тоже это имя уже сегодня звучало, поэтому тематика, да, культурных маршрутов может быть расширена, и под запросы, соответственно, посетителей, да, мы можем подобрать те или иные книги. Постоянной экспозиции у нас, конечно, нет, потому что мы работаем на базе отдела, но на определенное время мы можем экземпляры вынести и показать. У меня все. Спасибо, Татьяна Владимировна. У нас на очереди совершенно особенно интересная книжная история, которая для нас послужила поводом создания даже отдельного мини-маршрута в рамках серии маршрутов книги веры и верности.
И сейчас об этой книге, об этой книжной истории у нас два докладчика, два человека, которые непосредственно были на этом событии, они о нем расскажут. Артур Борисович Артеев, журналист, Надежда Жоржина Беляева, заведующая отделом неофициальной культуры Национальной галереи Республики Коми, и Елизаветинская Библия из Крестовоздвиженского Кылтовского женского монастыря. Взгляд журналиста и оценка искусствоведа. Ну, на наш взгляд, это как раз та история, та тема, которая очень подходит под нашу тему общехристианских каких-то связей, ценностей. Послушаем. Я доклад подготовил, может? Давайте немного поясню. Помочь вам, да? Вот эта Библия попала в прошлом году. Да, нет, в 2019 году. В 2019 году на подворье Кылтовского монастыря давайте тут я тоже стал. И туда удобно. Так, давайте. Ну, 2 года назад, в сентябре, каким-то темным осенним днем, на подворье Кылтовского монастыря прошел неизвестный человек и принес вот такую Библию. Но это и фотография не того неизвестного человека. Тот неизвестный человек так и остался неизвестным, таинственным незнакомцем. Его ни как его зовут, ни его изображения нет. И непонятно, откуда у него Библия, собственно говоря, это взялась. Он принес и оставил одной из монашек. Сказал, что, наверное, все-таки церковь нам больше нужна, чем у меня дома. Интересно, откуда у него она взялась в таком хорошем состоянии. То ли от предков досталось, то ли где-то нашел, я не знаю. Эта история, вот, в общем, осталась так непонятно. Но в монастыре взяли эту Библию с благодарностью, пока ее рассматривали, этот таинственный незнакомец исчез. А этот молодой человек, который стоит и показывает книгу, это официальный представитель монастыря Кылтовского, Владимир Запорошенко. Это настоятельница Кылтовского монастыря, матушка Степанида. Вот извесили, говорит этот Владимир, эту Библию, оказалось почти 8 килограммов. Ну, солидная Библия. Можно дальше прилистнуть. Потом, когда я приехал, я еще измерил ее. Взял с собой сантиметр, ну и размеры 41 на 27. Толщина 9 сантиметров. А на Библии еще указано год издания, 1784. И даже цена указана. 5 рублей без переплета. Ну, если вспомнить, как рассказывал Борис Морозов, то раньше книги сдавались в переплете и без переплета. Без переплета она стоила дешевле, в переплете дороже. Кстати, эта Библия была в переплете, видимо, была переплетена все-таки. Потому что переплет-то видно, тут такой солидный. Дальше можно. Вот. Ну, главный наш консультант, видимо, в библиотеке и музее, это Борис Николаевич Морозов. Тут без него никак не обойтись. Хотя там, в общем-то, год Библии был указан, было понятно, но все равно хотелось ему показать, похвастаться этой находкой. Я вот отправил ему фотографии этой Библии, он сказал, что это 8-е издание Елизаветинской Библии. Дальше он объясняет, наверное, почему Елизаветинская Библия. Она была издана при Екатерине II, но называется Елизаветинская, потому что перевод был сделан при Елизавете. Вот. И с точки зрения Бориса Морозова, в общем, Библия, ну, интересный памятник. Но самое интересное в этой Библии, это, конечно, гравюры, которые в нее вложены. Да, вот эта Библия, множество гравюр. И по мнению Бориса Морозова, это работа знаменитого французского гравера Бернарда Пикара. Тут, в принципе, то, что я говорил. Ну, он хотел увидеть эту Библию, но, по-моему, не приезжал после этого, или приезжал, но не съездил. Так. Да, вот это очень не посмотрел. Да, все собирается, но не посмотрел. Ну и дальше про самого этого гравера Бернарда Пикара расскажет Надежда Беляева, которая передает слово. Ну, я, наверное, расскажу даже не про Пикара, я думаю, это не самое наверное, важное, хотя это очень известное имя. Я расскажу все-таки немножко о Библии, да, она была выпущена
1751 году. И это была, в общем-то, первая Библия, которая была доступна на русском языке, то есть ее могли читать на русском языке. Она была издана еще 22 раза до 1912 года, и вот как бы одно из изданий, и поздние издания, они уже были более иллюстрированные. Чем интересна эта Библия? Это, конечно, рекомплект, да, и, в принципе, я не ожидала увидеть вот эти вот гравюры, и на самом деле я хочу сказать, что эти гравюры намного ценнее, чем эта Библия. Почему? Объясню. Ну, наверное, немножко так бы знаете, да, что такое Библия Пискатора. Это Библия, которая вышла в середине 17 века и была, в общем-то, практически вся из гравюр с небольшими, так, как сказать, ну так, репликами, да, откуда это, что это за книга и что это как бы за образ такой. Называлась она Библией для бедных, потому что могла рассказать неграмотным людям как бы историю как бы Библии, да, Ветхого и Нового Завета. Состояла из 500 произведений. Чем интересна была эта Библия? Тем, что она практически, наверное, повлияла на развитие русского искусства. До 17 века у нас только иконопись, да, образцы идут аж от Византии, и, собственно говоря, как бы вот то называемое фряжское письмо или письмо заживства, да, оно не приживалось долгое время, потому что, в общем-то, не было и образцов. И тут появляется вот эта Библия, появляются эти гравюры, а на этих гравюрах уже не иконы, а это картины Ренессанса на тему на библейские темы, там, да, это античные скульптуры, да, и это очень разные манеры, то есть это там и барокко, и маньеризм, и ренессанс, и антики, да, и то есть и в целом получалось так, что до наших художников дошла вот такая история искусства. И наши иконописцы потихонечку начинают перенимать эту манеру, они начинают писать реалистически. В наших иконописцев получаются такие вот очень своеобразные работы. И чаще всего это происходило не в иконописи даже, да, потому что иконы — это, в общем-то, там каноны свои, да, а это было во фресках, в росписях, и чаще всего это происходило в небольших городах, таких провинциальных, то есть это были Тверь, Ярославль, Кострома, то есть купеческие города. И таким образом вот это вот западное искусство потихонечку проникало к нам, да. И просто вот хочу сказать, что Библия Пискатора, вот где-то в нашей, наверное, стране, вот по крайней мере по разным подсчетам, я слыхала от 80 до 100. Да? Вот. Но были еще и другие Библии, они в основном выпускались в Нидерландах или в Германии, вот. Но их, как бы, их очень много издательских домов, там Вайгель, Килиан и так далее, да, и в том числе Библия де Онта, в общем-то, листы которого это вот Библия де Онта, да, и вот посмотрите, в России где-то порядка 80 вот таких Библий. Вот. И половина из них это Библия Пискатора. А Библия де Онта вот буквально там ну, на несколько пальцев хватит. И поэтому, конечно, для меня это было совершенно удивительное такое издание, удивительный подарок, потому что когда ну, мы ехали, да, мы просто думали, ну, Библию посмотрим. Да, и вдруг вот если перелистнуть, там, да, там есть такая заставочка, эти заставочки делали, еще можно дальше? Еще? Вот, да, вот эти заставочки делали русские граверы того времени, да, и вы можете представить, какая разница между этими заставочками. Это хорошие граверы делали. И, предположим, которые вот уже вот эти вот вкладыши. Вкладыши есть в четверть листа, есть в пол листа сложенные. Я вот, к сожалению, просто, конечно, когда увидела, мне было страшно все это листать, разворачивать, там было темное место. По уму, конечно, надо было ехать и все это фиксировать, хорошо фотографировать, описывать и так далее. Но сразу хочу сказать, что я не специалист по книгам, и тем более по старинным книгам, по гравюрам. У меня немножко другая специализация. У нас, к сожалению, как бы, вот, например, в галерее нету вот такого специалиста. Но вот я думаю, что вот, по идее, очень бы хотелось провести выставку, показать это все, да, то есть показать это хорошо. Вот. И я думаю, что даже республика приобрела вот в рамках этой книги просто уникальная совершенно вещь. Вот, все, спасибо.
Полагается, и она может быть одной из точек такого маршрута. Посмотрите, мы уже с вами прошлись по нескольким пунктам, да, мы были в музее, мы были в Национальной галерее, мы побывали в университете, а сейчас, собственно говоря, кстати, вот эту вот замечательную книгу, о которой шла речь, у нас есть шанс завтра увидеть. Надеемся, что все пройдет отлично, да, и мы ее посмотрим, подержим в руках. Но сейчас вот мы едем в районы, да, и сегодня так получилось, что за все районы у нас отвечает Галина Егоровна. Усть-Куломский район, она представляет центральную библиотеку. Она сказать, что ЦБС этого района, они опытные в таких делах, они работают по таким маршрутам, создают свои. Они очень плотно взаимодействуют с Ульяновским монастырем. И Галина Егоровна Пашнина, она директор ЦБС, и сегодня она расскажет о том, что они нам могут в наших маршрутах предложить, покажут себя как партнеров и Национальной библиотеки, и вообще Ассоциации святыни неразделенного христианства в этих маршрутах, в этом проекте. Галина Егоровна, прошу вас. Витя Оланет, Пыди Пуктана Уджьорк Яс. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На самом деле мы сегодня присутствуем на таком событии грандиозном. У нас создается содружество реализации грандиозного, очень многопланового проекта и такого интересного. Если бы я вчера услышала выступление сегодняшнее, то я бы, наверное, по-другому выстроила свое выступление. Буду говорить вчерашним числом. Мы, конечно, очень громогласно объявили себя партнерами, потенциальными партнерами Национальной библиотеки Республики Коми. Но сейчас я попробую доказать, что это так. Получив приглашение Национальной библиотеки поучаствовать в проекте, мы, конечно, были в таком замешательстве. Чем может муниципальная библиотека войти в такой грандиозный проект, поскольку у нас нет проектов, тематически связанных с основными направлениями деятельности ассоциации. Но, поразмыслив, мы подумали и решили, что у нас есть точки соприкосновения. Я вот сейчас попытаюсь вам это показать. Но тем, кто не знает, что такое Усть-Куломский район, я скажу. Наш район находится на юго-востоке Республики Коми, в верховьях реки Вычегды. Православная история района начинается с XIV века, когда по преданию святитель Стефан Пермский благословил заложить Ульяновскую пустынь с целью распространения христианства на Верхней Вычегде. В последние годы в нашем районе наблюдается поворот в отношении к церкви и православию в сознании людей и действиях властей. Так, с 2014 года работает соглашение о сотрудничестве в области просветительской, культурно-досуговой информационной деятельности между администрацией нашего района и приходом храма святых апостолов Петра и Павла, села Усть-Кулом, и Ульяновским монастырем. С 2015 года работает соглашение о сотрудничестве между нашей библиотекой, приходом храма, монастырем и редакцией газеты «Пармагор», нашей районной газеты. Мы имеем опыт совместного с администрацией, с монастырем и храмами нашего района, опыт совместного участия в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива». На средства 2 грантов выпущено издание «Православная Верхняя Вычегда», и на базе 3 зональных библиотек открыты филиалы Центра православной литературы «Преображение». Ежегодно наша библиотека выступает координатором межрайонных православных владимирских чтений, которые приурочиваются к празднованию Сретения Владимирской иконы Божией Матери. В рамках чтений организуется до 6 площадок для разных категорий слушателей. Проводятся мастер-классы, экскурсии по монастырю, по нашим храмам. Завершаются чтения, экскурсии по святым местам села Усть-Кулом с посещением часовни и святого источника Николая Чудотворца. В 2020 году чтения впервые прошли в онлайн-формате.
Более 10 тысяч просмотров в сутки, за сутки собрали трансляции мероприятий чтений. Это 16 электронных продуктов, в том числе 9 виртуальных экскурсий по святым местам Верхней Вычегды и виртуальная выставка раритетных изданий. И вот сегодня вот рождается такое предложение. Организовать двухдневный маршрут 7-8 сентября с участием гостей нашего района в работе наших чтений православных. И ежегодно у нас проводится 8 сентября крестный ход вокруг нашего села Усть-Кулом с посещением святого источника Николая Чудотворца. Совместно с Республиканской библиотекой для слепых мы проводим фестивали православной книги. В рамках фестиваля проходят спектакли театра особых людей «Радость моя», выставки, мастер-классы, викторины, духовные беседы. С 2018 года эти фестивали проходят в 5 крупных населенных пунктах нашего района, библиотеках. С 2017 года у нас активизировалась деятельность по формированию фонда редких книг, благодаря Елене Николаевне. Она неоднократно приезжала к нам в район и доказывала, что у вас есть эти издания, и мы поняли, что они у нас есть действительно, вот, и с ними надо работать. Сейчас этот фонд насчитывает свыше 200 экземпляров. Это рукописные старопечатные книги. Вернусь. Псалтыри, каноники, певческие сборники, а также книги, ставшие частью молитвенных принадлежностей. Библиотека организуется выставочные экспозиции раритетных православных изданий из фондов Центральной библиотеки Храма святых апостолов Петра Павла, Ульяновского монастыря и из личных коллекций жителей района. То есть мы можем подключиться к маршруту книги веры и верности. И посмотри, вот сегодня замечательные были выступления. Действительно, есть столько раритетных изданий в нашей республике, но я поняла, что у нас ведь тоже есть эти раритетные издания. Мы можем даже организовать тур и поиграть вокруг одной редкой книги. У каждой этой книги, в каждом муниципальном образовании есть своя история, и она связана со святыми местами. Можно даже вот это направление взять в муниципальных образованиях. Библиотеки активно используют накопленные информационные ресурсы, оказывают новые услуги. Это выпуски собственных краеведческих материалов, организация музейной экскурсионной деятельности. Тематические экскурсии представляют возможность всем желающим познакомиться с историей, событиями, историческими объектами поселений. Ни одна экскурсия не обходится без посещения и рассказа об истории местного храма и часовни. И опять же есть предложение разработать такой маршрут с посещением села Дон, деревни Жежи. В принципе, этот маршрут нами уже разработан, мы с ним уже работаем, да. Но опять же, вот в этой плоскости, если посмотреть, то можно его немножко по-другому сделать. Но это дальнейшая работа. В этом году в рамках народного бюджета нашей библиотеки реализован проект по созданию гостевого маршрута по историческим местам села Усть-Кулом. В селе появились новые арт-объекты и 10 информационных стендов, один из которых установлен на территории нашего храма. Экскурсии, фотографии, которые размещены на уличных стендах, знакомят с историей села и его историческим обликом. Мы планируем создать электронную карту района духовной святыни Верхней Вычегды. И тоже это будет новый проект. Мы с ним тоже можем войти в ваш глобальный проект. Много идей, и это так здорово. Это мы принимаем, мы с радостью принимаем ваше предложение, Алексей Анатольевич. Мы готовы сотрудничать просто. Понимаете, появляется новое направление деятельности библиотек, новое. Можно его красиво назвать духовно-просветительский туризм. Сейчас все идем к туризму, да. И в нем сидит наше направление краеведческое, православное краеведение. То, чем мы, в принципе, всегда занимались, да, но немножко другой плоскости. Сейчас эту работу мы повернем по-другому. Это новое развитие библиотек. И это видимость библиотек. И мы этому очень рады. Спасибо за приглашение. Все. Галина Егоровна, благодарим вас за такой деятельный подход, за такое творческое, активное участие.
Ну, у нас представители сегодня не только Усть-Куломского района и других. Мы очень надеемся услышать вас на нашем свободном микрофоне. Ну, а как же на нашей сегодняшней встрече без представителей туроператоров республики? Сегодня у нас за них отвечает Финно-Угорский этнопарк. Я приглашаю Евгению Алексеевну Белоцветову, начальник отдела туризма этнопарка. Вы представитесь еще раз, возможно, да? Я приветствую всех присутствующих от имени Финно-Угорского этнопарка. В этом году наш этнопарк отметил десятилетие. Мы являемся туристским комплексом уже 10 лет. Мы призваны сохранить и рассказать людям о культурном наследии 24 родственных финно-угорских народов. Но, конечно же, мы в основном рассказываем о народе коми, да, о культурном наследии. Культурным наследием, в частности, является и религиозная составляющая. Мы стали туроператором в 2017 году и в 2018 году получили статус туроператора по въездному международному туризму. Это говорит о том, что мы готовы принимать у себя иностранцев. Мы это охотно делали, да, до некоторых событий. Сейчас ждем, когда сможем сделать это снова. Мы разработали за время туроператорства более 50 маршрутов. Не все из них у нас в работе, не все популярные. Это туры и Финно-Угорский этнопарк, и на наши чудесные природные объекты, и «Вкусный север» — это, например, такой тур, где мы показываем, рассказываем кухню в разных локациях Сыктывкара. Очень популярные самые покажу вам экскурсии. Это экскурсия по Сыктывкару, как историческому городу, очень популярные паломнические экскурсии. Вот, собственно, я как бы с той мыслью, что как сотрудничество, да, вот расскажу, какие у нас популярны сейчас, и мы с удовольствием включим ваши маршруты, которые уже готовы в наши туры. Это Ульяновский монастырь, Кылтовский монастырь. Когда мы едем в Кылтово, мы обязательно посещаем и Усть-Вым, и Ляли сейчас посещаем, восстанавливающийся храм, следим за его судьбой, за развитием, за восстановлением. Самые, конечно, частые экскурсии — это у нас село Иб. Сегодня вот про Сыктывдинский район не сказали, но тем не менее это тоже очень популярный паломнический объект. В селе Иб мы проводим экскурсии по святым источникам, и очень популярна сейчас у нас экскурсия — это ель Пороскевы Пятницы. Интересная ель, которой больше 300 лет по разным оценкам. Вот. Также у нас есть, конечно, экскурсии в село Иб и с исторической точки зрения, с Каргар, да, с нашими раскопками чудесными, динозаврами морскими. Это также является популярным маршрутом. Интересный момент. В этом году мы запустили вот такой автодом, на котором можно путешествовать по Республике Коми. Под него мы подготовили 7 маршрутов, которые сейчас уже действуют. В этом году реализовано несколько. В том числе на нем ездили туристы, посещали, например, Ульяновский монастырь, Усть-Вымский монастырь, останавливаясь где-то по пути. То есть также, да, семья путешествует, посещает интересные объекты. Мы готовы сотрудничать. То, что я сегодня услышала о редких книгах, о каких-то, да, которые хранятся у нас в Республике Коми, я не о всех знала, я не все даже поняла, но это очень интересно. Вот, мы со стороны своей, да, готовы как туроператор собрать, соответственно, туриста, иностранного туриста, который тоже очень интересуется. Вот, а от вас, как от профессионалов, будем ждать наполненности, включим вас. И можем продавать и ваши экскурсии, и включать их в наши туры многодневные. Наши контакты можно найти на сайте, просто выходите, связываетесь, вас переключат на меня. В целом, спасибо за внимание. Хотите общаться, пожалуйста, да, выходите на связь с этнопарком. Спасибо большое. Дорогие гости, мы с вами сегодня услышали и самых высоких людей, которые поддерживают наш проект, и наших партнеров, уже, повторю, не предполагаемых, а настоящих партнеров на местах в этом проекте. И настало время нам с вами поговорить о том, что вы, кто не выходил сегодня к этой трибуне, думаете об этом проекте, как вы видите себя в наших маршрутах. Мы предлагаем
открыть наш свободный микрофон. Кто хочет, может выйти сюда и что-то сказать. Либо можно говорить с места, я вам сейчас предложу именно тот самый свободный микрофон. Так, кто первый? Всем все понятно? Да. Дорогие коллеги из районов, я знаю, у нас районные музеи, районные библиотеки есть. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Вот это замечательное предложение, да, внесите в протокол. Да, конечно, будем организовывать, мы будем работать по этому проекту дальше. Естественно, мы в начале пути, и, конечно, мы очень рассчитываем, что все это у нас будет развиваться. У нас уже есть планы, которые не озвучены пока, и в проектных предложениях их нет, но мы таким восторгом даже некоторым смотрим в будущее. Ну что ж, тогда я предлагаю Мигелю Хайровичу и Алексею Анатольевичу подвести итоги нашего семинара. Уважаемые коллеги, я в подведении итогов, конечно же, хочу сказать о следующем. То, что сегодня было представлено, и то, о чем мы с вами начали разговаривать, это самое начало очень большого пути. У нас нету волшебной палочки, чтобы по мгновению завтра у нас тут все запустилось, все поехало. Нам нужно провести очень большой объем работы. Обо всех этих объектах собрать максимальную информацию. Эту информацию обобщить, представить ее в удобочитаемом, в удобоподаваемом виде. Нам нужно создать такой продукт, который смог бы конкурировать за свободное время жителя Республики Коми, за свободное время жителя Европы, там, Российской Федерации, чтобы ему хотелось сюда приехать, ему хотелось потратить свой отпуск, свои какие-то дни для того, чтобы соприкоснуться и окунуться в эту культуру. Я очень рад, что очень хорошо и по-доброму на это откликнулись муниципальные библиотечные сообщества, музейное сообщество. Вы уже слышали высказывания епархии и людей, которые представляют и Государственный совет, и представляют правительство Республики Коми. Вот, вы знаете, есть такое выражение, оно мне очень нравится, оно сейчас к нам не относится, но мы где-то находимся в этой же параллели. Города умирают, когда уходят люди. А люди уходят, когда уходит смысл. Вот у нас сегодня появляется новый смысл, новое направление, абсолютно такое, вот знаете, я тоже с таким трепетом к этому отношусь, какое-то неизвестное. Мы к чему-то соприкасаемся, мы пытаемся показать республику, культуру Республики Коми через книгу, через книжность, через просветительство, и обладая книгами и раритетами 17 века и азбукой, амбуром, который создал Стефан в 14 веке, еще раз повторяюсь к тому, что для 300-тысячных коми-зырян создавать целый алфавит, целую азбуку, ну, это дорогого стоит. Поэтому я думаю, что наверное, на протяжении следующего года мы проведем такую научную, исследовательскую, посетим, сделаем хорошие фотографии храмов, где-то с грантами поработаем, с муниципалитетами отработаем, где-то коллег попросим подобрать литературу, подобрать фотографии для того, чтобы начинать уже готовить материал, который можно представить будет Мигелю, для того, чтобы эти маршруты вошли в сертифицированные маршруты Европы. То есть мы хотим их сертифицировать действительно на самом высоком уровне. И отрадно, что Финно-Угорский этнопарк, как одно из учреждений культуры, с удовольствием и с охотой вызвался быть в перспективе туроператором и выступать организатором продажи и организации этих туров. Спасибо вам всем за сегодняшнее участие, за очень интересные познавательные доклады. Много нового и интересного я почерпнул из сегодняшнего общения. И в добрый путь. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Ну, все ключевые смыслы и результаты озвучены. Прозвучало и от коллег из уст
Куломской библиотеки. Пока я не привык еще произносить прекрасные коми-названия. Очень важная мысль, что этот проект позволяет нам по-новому представить роль библиотек. Собственно говоря, для нас, для представителей библиотечного сообщества, нас здесь довольно много, это именно ключевой смысл. То есть во всем, все, что касается истории, культуры, прошлого, настоящего, будущего, духовности, светских тематик, все-таки подчеркивать роль и библиотек, и книги, как смысла образующего стержневого явления мировой культуры, мировой цивилизации. Все мы помним слова, с которой начинается главная книга Библия. В начале было слово. Именно книга, именно библиотеки в первую очередь это слово сохраняют, популяризируют, доносят до представителей самых разных поколений. И очень приятно, мне очень приятно отметить лично, что проект «Святыни неразделенного христианства» позволил наметить новые направления сотрудничества и укрепить это сотрудничество между библиотеками и музеями. Библиотека иностранной литературы традиционно усилиями Екатерины Юрьевны Гениевой, нашего великого директора, я уверен, многие знают, помнят это имя, благодаря ей когда-то я вообще пришел в эту библиотеку, узнал, что такое библиотека. Это фигура мирового, международного значения, уровня Лихачева, Лотмана, к сожалению, безвременно ушедшая из жизни 6 лет тому назад. Екатерина Юрьевна Гениева всегда подчеркивала особое значение в нашем культурном пространстве взаимодействия библиотек и музеев. И в свое время по ее инициативе была проведена первая конференция, посвященная нащупыванию этих точек пересечения, их изучению и продолжению их развитию в Ясной Поляне, в знаменитом доме-музее Льва Николаевича Толстого. Но это несколько другая тематика, это больше литературные музеи. А мы с вами нащупываем то, что мы уже нащупали, нашли, определили, идентифицировали и уже конкретно работаем над точками пересечения между библиотеками, музеями в плане более глобальном. Сохранение культурного наследия. И не просто сохранение, его актуализации в условиях начала 21 века и трансляции, конечно, для наших главных адресатов, для молодежи. Потому что мы все понимаем, люди, получившие блестящее образование в советское время, а Советский Союз обладал лучшей системой образования. Мой отец приехал когда-то из далекой Южной Америки, из семьи, в которой традиционно получали образование в Соединенных Штатах Америки в 70-е годы, именно в Советский Союз учиться на врача, зная, какое здесь блестящее образование. Люди более поздних поколений, мы понимаем, насколько наша культура, наша система образования погружена в смыслы и ценности. Но молодежь современная, кому 20, 25 лет, даже до 30, поколение 90-х годов, те, у которых эта система ценностная очень сильно нарушена. К сожалению, у большинства, не у всех, конечно. Есть огромное количество очень позитивных примеров. И этот проект «Святыни неразделенного христианства» это только часть, повод для этой более глобальной работы, где могут сыграть и должны призваны сыграть ключевую роль, конечно, библиотеки, музеи, вообще в целом представители культурного, интеллектуального сообщества. И как приятно, как важно, что мы здесь что-то не придумываем, натягиваем, как часто это бывает, согласитесь, все мы прекрасно понимаем проекты, чтобы додумать, придумать, чтобы нам соединиться. А настолько гармонично мы говорим на абсолютно одном языке, на языке средневековых европейских книг на латыни, на русском языке, на коми-языке очень красивом, который нужно и важно культивировать, популяризировать, потому что это достояние не только региона, это достояние всей страны, а любой язык — это система ценностей, система мировоззрения, которая передает очень важные смыслы. И в этом плане то, что говорилось в начале владыкой, в целом сотрудничают светское и религиозное сообщество, тоже все очень и очень гармонично. Алексей Анатольевич, большая благодарность вам, потому что моя коллега Елена не даст соврать, что это, конечно, одно из самых лучших и тщательно организованных, не только в плане организованных
поставить стулья, собрать прекрасную аудиторию, прекрасно все организовать технически. Огромное спасибо техническим нашим службам. Но и в плане контента, содержания. То есть каждое выступление, оно соответствует именно проекту Святыни Разделенного Христианства, вносит свою лепту. И, конечно, нам все это будет очень важно зафиксировать и на бумаге, и продолжать нашу работу. Так что лично для меня вот этот третий приезд в Республику Коми очень в высшей степени продуктивен, интересен с интеллектуальной точки зрения, с человеческой точки зрения. Находиться в этом прекрасном зале, наполненном книгой, атмосферами. Вот после ковида, конечно, запахи не так хорошо чувствуются, но все равно ощущается этот аромат. И самое важное, что мы все здесь говорим на одном языке, действительно, понимаем друг друга с полуслова. Огромное спасибо еще раз за организацию. Спасибо тем, кто присутствует здесь. Наталья, спасибо вам, вы куратор библиотек здесь в Республике Коми. Елена, спасибо вам за замечательное ведение, очень мастерское, профессиональное. Еще раз нашим техническим службам, которые обеспечили, собственно говоря, возможность нашего выхода в эфир. Национальная библиотека Республики Коми, литературный музей в целом, национальным музеем, чьим членом является литературный музей, всем выступающим библиотекам, музеям, представителям экспертного сообщества. И давайте будем продолжать действительно вместе работать. Спасибо. Дорогие друзья, гости, у нас с вами есть еще возможность совершить одно маленькое путешествие по одной из точек наших маршрутов, а именно замечательному литературному музею и его экспозиции. Экскурсию, презентацию проведет Диана Григорьевна Холопова, научный сотрудник Кураторского музея. Ей предоставляю слово. Диана Григорьевна.